Любить природу научили родители. Меня очень любили, мама сама природу любила, отец все время на природе был. Отец охотник по жизни был. Я с ним ездила часто. С мамой ходили, в горы ходили, походы, гербарии делали, в общем. Поэтому вот такая любовь, такое особенно трепетное отношение к природе у нас осталось на всю жизнь. И женщина, она более трепетный, более восторженный такой человек. Она больше сталкивается с вопросами воспитания, наверное, и детского поколения, потом пропаганды все равно среди других жителей. Отношения, эмоции, поведение в отношении природы, они все-таки с детства. Когда закладываются с детства, тогда эффект получается, и тогда люди на всю жизнь остаются верны ей и как бы будут переживать и болеть душой за то, что в ней происходит. Сохранять надо девственную еще природу, где человеческое вмешательство не существовало и как бы не было такого большого объема. Наши территории особо охраняемые, особенно их ядерные зоны, они вообще должны развиваться и без вмешательства человека это наблюдать, анализировать и какие-то процессы происходящие. Сохранение природы особенно важный процесс, потому что мы не можем сегодня безжалостно ее использовать, и на завтра, как говорится, нашим детям, нашим внукам мало что останется. По моему возрасту, так сказать, очень большие изменения часто происходят. Если даже где-то восстановительные процессы хорошо идут, и с помощью человека тоже, но кое-где человек сам своими действиями очень много наносит вреда. И поэтому, в принципе, задача каждого человека – это задумываться о том, как его действия, даже такие действия, деятельность повлияет на состояние животного мира, вообще природных ресурсов.